Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Камшек Шара. Распоряжением президента Абхазии Аслана Бжани ограничительные меры, действовавшие в республике с 15 октября, продлены до 12 января 2021 года. Так, до 12 января запрещена деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности. Запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в банкетных залах, ресторанах, кафе, барах и иных объектах общественного питания. Запрещено проведение массовых спортивных, деловых, развлекательных, праздничных мероприятий в закрытых помещениях. Запрещена деятельность учреждений культуры, фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, спа-салонов, саун, образовательных кружков, танцевальных, репетиционных, спортивных, компьютерных залов, боулингов, детских игровых центров, иных развлекательных и досуговых заведений. Распоряжением президента также рекомендовано ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях. Воздержаться от посещения культовых объектов религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий. Руководителям коммерческих и некоммерческих организаций рекомендовано освободить до 12 января 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного и младшего школьного возраста от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы. Остаются в силе требования по соблюдению масочного режима и установленных санитарных норм в общественном транспорте на объектах торговли и общепита. В Гудаутском ЦРБ после ремонта в тестовом режиме запущен компьютерный томограф. По словам начальника управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава Абхазии Ахры Ачба, полноценно функционируют все системы КТ. Инженеры, занимавшиеся ремонтом компьютерного томографа, пробудут в Гудаутской ЦРБ еще 3 дня. За это время они проведут мониторинг эксплуатации оборудования в режиме реального времени. Напомним, КТ перестал функционировать в Гудаутском ковидном центре спустя несколько дней после запуска. Аппарат был приобретен благотворительным движением абхазских предпринимателей. Сегодня произведена замена трубки на компьютерном томографе и введен в эксплуатацию. И на сегодняшний день мы уже начали принимать пациентов и проводить обследование. Естественно, это на бесплатной основе. Все пациенты, которые находятся, обследуются бесплатно. А верные отключения как-то будут влиять на работу КТ? Ну, с верным отключением это уже, сам КТ имеет источник бесперебойного питания. При верном отключении определенное количество часов источники бесперебойного питания, они сохраняют работу компьютерного томографа, и тем самым можно завершить работу. Естественно, после того, как произведено обследование, если электроэнергии не будет, то компьютерный томограф дальнейшее, до включения электроэнергии, невозможно проводить исследования. 24 ноября исполнилось бы 70 лет врачу-хирургу Владимиру Варичу. Во время Отечественной войны народа Абхазии Владимир Николаевич спас не один десяток жизней. Хирург от Бога. Именно такими словами вспоминают сегодня Владимира Варича и его коллеги в Гудаутской ЦРБ. Репортаж Сарии Гварсхелия. Гудаута, как и сейчас, так и в военное время, была маленьким центром, в котором умещалась почти вся Абхазия. На следующий же день после вероломного нападения войск Госсовета Грузии 15 августа на базе Гудаутской районной больницы начал разворачиваться военный госпиталь. Опытные высококвалифицированные хирурги собрались именно здесь. Оперировали они ежедневно, без выходных. Только заканчивалась одна операция, как за ней следовала другая, вспоминают врачи. Владимир Варич был одним из тех хирургов, которые всю войну, не выходя из операционного блока, спасали жизни бойцов. Человек безотказный. И днем, и ночью, любому больному по вызову, он никогда никому не отказывал. Для него больной это было все. С первого дня до последнего оперировал великолепно. Ни один час, ни один день он домой не уезжал из больницы эти 1,5 года, год и 2 месяца, что война шла. Он жил здесь практически.
В Гудаутской ЦРБ собрались люди, которые лично знали и работали с Владимиром Варичем. Каждый из них отмечал его человеческие качества и профессионализм. Именно об этом говорит Валерий Авицба, который так же, как и Варич, работал хирургом во время войны в Гудаутском госпитале. Я был направлен сюда, в Гудауту, заместителем главврача по лечебной работе. И плюс хирург по профессии, поэтому я с ним часто оперировал. Могу сказать одно, что у него были золотые руки. Золотые руки именно, знаете, это не каждому дано, не каждому хирургу дано. И потом он выкладывал себя полностью. Оперируя, он забывал, что у него есть какой-то недуг. У него даже было несколько раз прединфарктное состояние во время операции. Но он не прекращал операции. Я никогда от него, например, не слышал, что он на кого-то крикнет. Несмотря на то, что какие-то есть проблемы, да, скажем, в работе, он никогда не кричал. Он как-то старался сам все это взять на себя и взять таким образом, никому, то есть никому грубо не говоря, тактично подойти и сказать, ну вот так было бы лучше. Вот такой вот был человек. Он был очень близок ко всем. В Гудаутской ЦРБ сегодня работает вдова Владимира Эмма Теркил. Она акушер-гинеколог. Как вспоминает друг семьи и коллега Владимира Николаевича Леонид Рапш, который во время войны был один из руководителей медицинских служб Абхазии, не все запоминали фамилию Варич и говорили Теркиларым. В нашей больнице, да, здесь сложилась такая традиция, вот здесь есть какая-то семейственность. Были муж и жена. Мильманы Лев Соломонович и Тамара Михайловна. Здесь Эмма Ивановна и Владимир Николаевич Варич. Это семья. Здесь Шота Дахарич Зухба, его сестра бабуся Дахарина Зухба. Здесь ихний сын сегодня. Династии продолжение идет. Именно Владимира Николаевича касаясь, вот есть ли такое выражение, человек сгорел на работе. Вот он и на самом деле сгорел на работе. Нагрузка огромнейшая была во время войны. И еще сильнее, еще сложнее было после войны, когда не было медикаментов, не хватало врачей. Вот они по 15 дней на дому, он и Шота Дахарич дежурили на дому. Любое какое-то происшествие, какой-то тяжелый больной, или его вызывали. Он сгорел просто, на работе сгорел. Единственное, что больно на сегодняшний день, то, что немножечко вот его заслуги перед Абхазией, перед Отечеством, он сам родом из Ужгорода. Приехал сюда, поженившись, соединить свои судьбы с ним, он приехал сюда, он нас спасал, он нам помогал, нам делал. Немножечко вот хотя бы обращаюсь я вот к нашему руководству посмертно, какую-то заслужил он награду. Сильно характером человек, который операционную считал святым местом. Именно таким Варич запомнился Тине Халбат, которая проработала с ним в Гудаутской ЦРБ до последних дней его жизни. Наша больница с его появлением испытала восхождение звезды, который впоследствии стал виртуозным врачом, максимально профессиональным в своей профессии. Очень много он сделал для района, потому его память чтят многие, население всего района. Почему? Потому что все операции он начал с того, что пришел абдоминальным хирургом. Впоследствии овладел профессией хирургической на всех участках тела, стал и торакальным хирургом. Во время прохождения ординатуры в городе, в Москве впоследствии, он овладел методикой венэктомии и лечения вен на сосудах нижних конечностей. Таким образом, он был врачом с большим именем. Владимир Николаевич отдал много сил делу совершенствования хирургии в районе. Как появится молодой интерн или какой-то ординатор, он всегда брал под свое крыло и всегда его обучал. Вот таким вышел из-под его крыла Лабия, который в настоящее время хирург. Лабия прекрасно, успешно работает в городе Москве. Во время Отечественной войны народа Абхазии в Гудаутский госпиталь приехали работать и молодые абхазские студенты, обучавшиеся в медицинских вузах России. Один из них – нынешний главврач больницы Хаджарат Шамба. Люди в белых халатах выполняли свой долг, как и их пациенты-воины, не жалея своих жизней и здоровья. Сегодня из коллег Владимира Варича, также блистательных хирургов, нет в живых Шоты Зухба и Вадима Жиба.
Они спасали людей, то есть спасали ребят, которые привозили нам раненых, ставили их на ноги и отправлялись опять на войну. Что хочу я сказать единственное, действительно, они достойные хирурги, все наши ребята, которые прошли всю войну. И я единственное хочу сделать обращение к молодому поколению. Я хочу, чтобы вот как они, вот наши хирурги, такие были наши молодые ребята, хирурги, врачи все, которые боролись за жизнь людей до последнего вздоха. 24 ноября Владимиру Варичу исполнилось бы 70 лет. До конца своих дней он занимался любимым делом. Каждый год в этот день его друзья, коллеги и люди, которым он спас жизнь, вспоминают его добрым словом. Сария Кварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 12 лет назад, 24 ноября 2008 года, Советом Федерации России был ратифицирован договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Подписанный 17 сентября того же года в Москве президентами Абхазии и России Сергеем Багапши и Дмитрием Медведевым. А 24 ноября 2013 года, 6 лет назад, основываясь на вышеназванном договоре, был подписан договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Сегодня Абхазия и Россия проводят активную работу по всестороннему взаимодействию. Достигнутый уровень межгосударственного сотрудничества позволяет находить взаимовыгодные решения по всему спектру вопросов, отмечается на сайте МИД Абхазии. Республика Абхазия совместно с Российской Федерацией и далее намерена укреплять межгосударственный диалог во всех областях, представляющих взаимный интерес. В Дамаске в здании Совета министров Сирии состоялась встреча чрезвычайного полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба с председателем Совета министров Сирии Хусейном Арнус. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в области торгово-экономических отношений между двумя странами. В частности, произошел обмен мнениями по возможности осуществления совместных абхазо-сирийских инвестиционных проектов. МВД Абхазии совместно с СГБ и сотрудниками СУЭС проводят рейдовые мероприятия по выявлению незаконно действующих на территории Абхазии криптофирм. Так, в ходе одного из них в Сухуме по улице Кадорское шоссе был отключен объект майнинга криптовалют. Подробности в репортаже Гугуцы, Вардания. Эта узенькая дорожка ведет к зданию Сухумского физико-технического института. За скрывающимися в зарослях стенами и тишиной не так спокойно, как было установлено сотрудниками МВД республики в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Здесь нелегально функционирует оборудование по добыче криптовалют. Чтобы отключить незаконно действующий майнинг, сюда выехали сотрудники внутренних дел республики, СГБ, УБЭПа и СУЭСа. Ворота им пришлось стучать долго, но их так и не открыли. Только обойдя здание с другой стороны, сотрудникам удалось попасть вовнутрь. Как выяснилось, здание СФТИ сейчас находится в аренде у Академии наук Абхазии, которая, в свою очередь, сдает его в субаренду частному предпринимателю. Если долго идти по этим заброшенным дорожкам и кустам, то можно услышать гул майнинговых фирм. Сейчас за моей спиной на здании СФТИ расположена одна из майнинговых фирм в Абхазии. Сотрудники МВД будут проводить операцию по ее отключению. Дождавшись хозяина, все вошли в здание. Как говорят специалисты, криптоферма не очень большая. Именно здесь, в этой небольшой комнате здания СФТИ, было обнаружено около 56 аппаратов для майнинга. Только что сотрудниками МВД они были отключены. Это аппараты для вырабатывания криптовалюты S9. Потребляют около 2 киловатт в час. Есть и водяные аппараты, то есть майнеры водяного охлаждения. В отличие от обычных, они содержатся в специальной жидкости, которая позволяет им работать без вентилятора. Мы находимся на 3-м этаже. Здесь находится так называемая криптоферма, майнинг-ферма. Сегодня мы ее обесточили. Опечатали все полностью, данные наши. Дальше наши мероприятия будут проходить. Мы будем устанавливать законность осуществления этой деятельности на данной территории. Будем проверять правоустанавливающие документы, смотреть на декларации таможенные, как попало оборудование в Республику Абхазия, как пересекало границу Республики Абхазия, договора субаренды. Будем проверять это все. После отключения криптоферм сотрудники проводят мониторинг. Они проверяют, не подключены ли они вновь после опломбирования. Будем мониторить постоянно. Да, мы все опечатали. С хозяевами вроде бы нашли общий язык, они понимание проявляют.
Обещают, что будет все обесточено. Мы, в свою очередь, предоставили им акты, в которых они распишутся за то, что это все должно быть обесточено. Дальше будем мониторить. Сейчас сотрудники МВД продолжают регулярные рейды по отключению нелегальных майнингов. Гугут Савардания, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В ходе рейдовых мероприятий РУП «Черноморэнерго» 24 ноября было отключено незаконно подключенных мощностей майнинговых ферм. Гагарский район 1,21 мегаватта, Гудаутский район 2,682 мегаватта, Сухумский район 670 киловатт, город Сухум 1,2 мегаватта, Гулрыбский район 1,4 мегаватт, Очимчирский район 600 киловатт. Итого 762 мегаватт. Состояние электроэнергетической отрасли и промежуточные результаты работы по выявлению нелегальных майнинговых ферм были обсуждены на встрече премьер-министра Абхазии Александра Анкваб и генерального директора РУП «Черноморэнерго» Михаила Логуа. Михаил Логуа доложил, что нагрузка на сети превышает их пропускную способность на 30%, в результате чего происходят аварии на источниках электроэнергии. Это привело к необходимости реализации комплекса мер по стабилизации ситуации, то есть верному отключению подачи электричества и подключению так называемых нелегально подключившихся криптовалют. За период с 16 по 23 ноября отключено 98 таких объектов с общим количеством потребляемой электроэнергии 46 265 киловаттов. Генеральный директор Черноморэнерго добавил, что прекращение деятельности нелегально подключенных ферм – мера необходимая. На встрече речь шла и о мерах по регулированию деятельности криптопредпринимателей. Логуа выразил солидарность с постановлением парламента о запрете данного вида деятельности в Абхазии, выразил готовность к реализации пунктов постановления, добавив, что часть из них уже реализуется. Премьер-министр рекомендовал усилить взаимодействие с местными органами управления для выявления фактов осуществления деятельности по добыче криптовалют на государственных объектах и частных владениях. В рамках встречи также были обсуждены комплексные вопросы работы РУПа, перспективы изменения ситуации в отрасли, организационно-технические проблемы работы ведомства. В завершении встречи Александр Анкваб поручил руководству Черноморэнерго неукоснительно реализовывать намеченные мероприятия по выявлению нелегальных пользователей электросетей и улучшению ситуации с энергообеспечением республики. В связи с кончиной поэта, прозаика, публициста, члена Союза писателей СССР, Союза писателей Абхазии Николая Квициня распоряжением премьер-министра создана комиссия по организации похорон. Комиссию возглавляет председатель Союза писателей Вахтанг Абхазов. Прощальная церемония состоится в среду, 25 ноября в 13 часов по адресу город Сухум, улица Калмыкова, 85. В Абхазии в самом разгаре сбор мандаринов. Урожай в этом году хороший. По приблизительным прогнозам Минсельхоза ожидается не менее 35 тысяч тонн цитрусовых. Наша съемочная группа побывала в одном из крупнейших в республике сельхозпредприятий, где выращивают мандарины. Репортаж Алики Трапш. Мандарины, пожалуй, одна из главных сельскохозяйственных культур у нас в стране. Абхазские мандарины – это известный бренд, который любят и знают многие. Практически все собранные цитрусовые отправляются на экспорт в Россию. И уже совсем скоро эти сочные плоды станут вкусным украшением любого новогоднего стола. Традиционно цитрусовый сезон в Абхазии начинается в конце октября, в период созревания так называемых карликовых сортов. А уже в ноябре идет массовый сбор урожая. Работа кипит и на плантациях агрофирмы «София» в Гулрыбском районе. В этом году здесь урожай хороший и вкусный. Сельхозпредприятие «София» – один из самых больших мандариновых питомников в республике. На площади 80 гектаров произрастают 40 тысяч цитрусовых деревьев. Здесь трудятся местные сборщики. В 8 утра их привозят на плантацию, где они до самого вечера собирают мандарины. За один ящик цитрусовых им выплачивают 50 рублей. Первый день. Как работа идет? Тяжело? Нет, конечно. Ну, почти кому как. Сколько в день вы можете собрать ящиков мандарин? Все по-разному, кто как сможет. Ну, 20-30 корзин, наверное, таких. Чем дома сидеть, все равно что-то копейки на себя. На сбор цитрусовых сюда часто приезжают жители разных регионов России и ближнего зарубежья. Наталья Павлова из Луганска уже 4-й год занимается сбором абхазских мандаринов. Ежегодно приезжаю, мне это уже нравится. Я уже без Абхазии, как говорится, не могу, сюда тянет, потому что это чудесная страна. Меня уже здесь все знают, я уже всех знаю. Люди очень хорошие, принимают как свою родную.
Совхоз мне это тоже стал близок очень. Это мандарин, в моем понятии в детстве, был как праздник, близость Нового года. И чтобы этот праздник пришел в каждую российскую семью, людям надо приложить колоссальные усилия, чтобы вырастить эти красивые мандаринки. Посмотрите, какие они ароматные, вкусные. В Абхазии произрастают несколько сортов мандарин. Самые распространенные – это уншу и карликовые. На деревьях много плодов, и все они на подбор. Сборщики аккуратно срезают плоды и сортируют по ящикам. Затем мандарины отвозят на склад, где проходят сортировку. В этом году в Софии ожидают порядка 650 тонн урожая. Мы только начали собирать, но порядка 20 тонн уже собрано. То есть потом, значит, он откалибруется, и потом будет упаковываться в ящики и уже будет готов к отправке. У нас с ними подписаны договора, люди приезжают на своих, значит, автомобилях, забирают. На протяжении 5 лет республиканское унитарное предприятие Министерства сельского хозяйства «Абхазпродэкспорт» занимается реализацией сельхозпродукции, выращиваемой в Абхазии на территорию России. С 25 ноября «Абхазпродэкспорт» начнет прием цитрусовых у населения. Цену за килограмм здесь устанавливают в зависимости от качества продукта. Все желающие могут реализовать свои мандарины по выгодным условиям. На сегодняшний день, в зависимости от калибра, в зависимости от наличия дефектов на плодах, цена будет варьироваться от 25 до 30-35 рублей. Это цена, повторяю, на сегодняшний день. Как мы знаем, здесь находится ЦЭД полноценный, это Центр электронного декларирования. Сюда российский брокер подает свою таможенную декларацию. Здесь происходит сама работа по проверке этой таможенной декларации. То есть сам груз проходит все формальности здесь и прибывает под пломбой на государственную границу Республики Абхазия с Российской Федерацией. После этого, когда он прибывает на таможенную территорию Российской Федерации, значит, он подает документы, у него уже практически выпущенная таможенная декларация, его проверяют пограничники, у него забирают документы таможенники, то есть его уже декларации, так называемое предварительное информирование, уже все прошло, все формальности были соблюдены, и у него это как правило, судя по нашей практике, занимает 2-3 часа, и он проходит государственную границу. Сегодня главная задача аграриев – успеть собрать и реализовать цитрусовые до января. Спрос на один из главных атрибутов новогоднего застолья в последние дни декабря традиционно увеличивается. В этом году, по самым скромным подсчетам, ожидается не менее 35 тысяч тонн урожая цитрусовых. Аля Катрапш, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Культурно-благотворительный фонд «Ашан» открывает сбор средств на лечение 5-летней Анастасии Бадия. Девочка с рождения борется за жизнь. Врачи поставили ей диагноз детский церебральный паралич, из-за которого она не может самостоятельно ходить и держать спину. Кроме того, Анастасию мучают приступы эпилепсии и судороги. Сейчас ребенку необходимо пройти обследование и реабилитацию в НПЦ детской психоневрологии Москвы. Стоимость курса лечения составляет 204 300 рублей. Настя – улыбчивый и жизнерадостный ребенок. Ей нравится общаться с детьми, играть и познавать мир. Но, к сожалению, из-за своей болезни она лишена возможности резвиться, как ее сверстники. Виной всему страшный диагноз – детский церебральный паралич. Помимо этого, вот уже год, как Настя не может нормально спать по ночам. Ее мучают эпилептические судороги. Это последствия кисты, образованной в мозгу. Диагноз нам поставили в год, как ДЦП. А при рождении у нее была выявлена гематома 4 степени головного мозга. Естественно, за этим последовала киста. По сей день она у нас, как в прошлом году по наблюдениям, немножко уменьшилась. Но в данной ситуации, не знаю, какова наша ситуация, потому что мы перестали спать, добавилась эпиактивность очень высокая, были судороги несколько раз. В общем, мы ночами не спим. Это наша основная данная проблема. И не знаем, что выявится за этим. Вот так, в целом, физически активная девочка. То есть у нее какие-то положительные динамика. И мы можем, я так думаю, надеюсь, что встанем на ножки,
ходить, и в дальнейшем все будет хорошо. Но наша проблема – это головной мозг, который мы должны обследовать и в дальнейшем также лечить. Как известно, эпилепсию можно купировать, а при правильном лечении и образе жизни в 75% случаев от болезни удается избавиться навсегда. Сегодня Насте необходимо тщательное обследование и реабилитация. Год назад девочка уже проходила курс лечения в Московском научно-практическом центре детской психоневрологии, который дал заметный положительный результат. Девочка находится под наблюдением, она получает медикаментозное лечение, пытается проводить реабилитационные мероприятия, которые очень важны в данном случае и при данном тяжелом заболевании. Нужно сейчас откоррегировать лечение, провести обследование, провести энцефалограмму, которая проводится. Это мониторинг сна, чтобы понять, на каком этапе, когда возникают эти приступы. На этот период, если есть приступы, проводить какую-то реабилитацию, лечебную физкультуру, массаж недопустимо. Значит, нам надо создать фон спокойный, приступы должны быть устранены. Стоимость лечения в НПЦ детской психоневрологии составляет более 200 тысяч рублей. Эта сумма неподъемная для семьи Бадия, в которой помимо Насти есть еще 2 детей. Поэтому в нынешней сложной ситуации, связанной с пандемией, одна надежда на помощь неравнодушных людей. В такой сложный момент, который происходит в нашей стране, вот вся эта ситуация с пандемией, несмотря на все это, мы можем показать свое единство. 20 рублей – это та сумма, с помощью которой вы сможете помочь маленькому ангелочку. Если каждый из вас вот прямо сейчас возьмет телефон и отправит это СМС, Настя будет улыбаться. Настя получит шанс на здоровую жизнь. Спасем жить вместе. Для нас это всего лишь сообщение на короткий номер 5050, а для ребенка – шанс на здоровую и счастливую жизнь. О других способах помощи можно узнать по телефону 773 50 50 или на официальном сайте КБФ Ашана. Эсма Гуладзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Джамал Губаз от лица ведомства передал в районы республики борцовские ковры и татами, подаренные Госкомитету президентом Федерации спортивной борьбы города Сочи Рубеном Татуляном и трехкратным олимпийским чемпионом, депутатом Государственной Думы, героем России Александром Карелиным. В частности, татами передали в Гулрыбский, Галский, Сухумский, Гудаутский районы, города Сухум и Тхварчал. Церемония передачи состоялась в Сухуме на стадионе «Динамо». В ней приняли участие президент Федерации вольной и греко-римской борьбы Денис Царгуш, председатель комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Гудаутского района, главный тренер сборной Абхазии по вольной борьбе Джарнас Беня, представители районов, а также тренеры и спортсмены. Спасибо еще раз, что они нам предоставили такую возможность для развития юношеской молодежной борьбы в нашей стране. Сегодня одни из самых популярных видов на сегодняшний день – это борьба и бокс. Мы имеем очень в лице нашего президента большую поддержку. И Александр Золотинский тоже во всех наших начинаниях будет нас поддерживать. Хотел бы поблагодарить, выразить огромную благодарность Александру Александровичу Карелину из-за того, что выделил нам и татами, и ковры борцам. Для нас это большой стимул, и для ребят большой стимул, чтобы тренироваться вдвойне. Когда получаешь такие подарки, такое внимание от такого великого спортсмена, великого человека. Хотелось бы еще, конечно, сказать огромное спасибо Джамалу Резовичу, которого по-настоящему душа болит за спорт, который хочет помочь каждому человеку, каждому спортсмену. Я думаю, у него все получится, у него все получается с таким подходом. Я думаю, скоро в больших аренах заявят себя абхазские спортсмены во всех видах спорта. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению синоптиков, в среду в Абхазии ожидается переменная облачность, временами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 3-8, днем 6-11 градусов, температура морской воды 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.